Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале в YouTube «Эхо Москвы» в Казани. Уважаемые радиослушатели, на время нашего разговора выключите свои мобильные телефоны. Видео и фотосъемка запрещена. Приятного вам прослушивания. Культурный разговор. Приветствую казанских слушателей, это «Культурный разговор». Сегодня мы поговорим о премьере, которая пройдет в Театре Кореева 29 и 30 января. Называется она «Алтын шаш». И сегодня у нас режиссер-автор спектакля Резеда Гарипова и композитор Александра Мустафина. Здравствуйте. 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 Молодые девчонки, молодые девушки, и на самом деле меня это всегда так радует, когда я вижу таких вот молодых людей. Это значит, что когда говорят, что в наших театрах уже давно все там закостенело, и одни и те же режиссеры, все одно и то же. Это не так, это здорово. Что такое «Алтын шаш»? Давайте немножко расскажем нашим слушателям, а именно о чем этот спектакль. Я так понимаю, вот тут написано «музыкально-пластический спектакль». Что это такое? Это спектакль современного какого-то веяния или что это, пожалуйста? О том, что это за спектакль, о чем он будет, сказать, наверное, в двух словах будет невозможно. Понятно, что при слове «Алтын шаш», наверное, у многих возникает ассоциация с той самой девушкой, которая смогла, пожертвовав собой, скажем так, защищала когда-то свою страну, свою нацию. Мы не будем ставить об этом спектакль. Мы долго думали. У нас, по-моему, с Луизой было около 17 вариантов сценария, причем у всех у них были свое развитие. И каждый раз мы приходили к какой-то пустоте, потому что мы понимали, что вот это место вакантное на сегодняшний день, для того, чтобы написать про «Алтын шаш», нам нужно было представить себе эту «Алтын шаш». И представить таким образом, чтобы каждый подросток, сидящий в зрительном зале, еще мог ее с собой идентифицировать. И сделать это у нас не получалось. То есть мы не могли представить себе человека, который в сегодняшнем достаточно безопасном мире может пожертвовать собой ради своей страны. У нас как-то это не складывалось, образ этот никак не возникал. И это еще такой, мне кажется, сегодня такой век супергероев. И никаких не молодых амазонок. Понятно, что мы могли уйти в какую-то тему феминизма, что тоже могло быть, потому что это, опять-таки, амазонка, «Алтын шаш», это все очень было, это все очень искушало, скажем так, нас как авторов. Но дальше пришло какое-то такое осознание того, что мы должны поговорить о том, что сегодня происходит с миром и почему на это место «Алтын шаш» нету, почему оно вакантно и почему, из-за чего это произошло. И мы для себя отметили несколько пунктов. Мы здесь и говорим про некое такое окно Овертона, когда что-то сначала становится невозможным, потом становится приемлемым, потом уже для нас становится нормой. И опираясь на эти понятия, мы, скажем так, мы берем несколько тем. У нас спектакль будет идти всего 1:20, но за этот час, условно, мы будем говорить на 5-6 очень важных, мне кажется, сегодня для подростков, и не только подростков, но лично для меня это тоже тема очень важная. Очень важных тем – это кто я в этом мире, что мне делать со своей национальной принадлежностью, то есть где я могу найти свое место в этом мире, как мне попробовать найти себя в условиях той глобализации, которая происходит, когда все вокруг становятся одинаковыми, как мне найти себя индивидуального, и в конце как мне обойти тренды, не стать жертвой этих трендов. То есть, казалось бы, такие очень современные молодежные темы, тренды, фейки, окно Овертона. И мы нашли тот самый способ, как связать это все с «Алтын шаш». И мне кажется, что это будет спектакль монологи
монологи, 6-7 актеров. Они каждый будут выходить и говорить некое свое откровение, некий свой монолог и некую свою исповедь. Да, и самый главный для нас был момент — это говорить с подростками не на не на менторском таком тоне, да, что мы такие что-то поняли, и мы вам сейчас объясним, а наоборот сесть напротив друг другу и сказать: ребят, вот я не знаю, как поступить, может быть, вы подскажете мне. Вот. Ну, то есть это призыв еще и к диалогу некому. А не захочется вот зрителям после спектакля действительно поговорить, задать вопросы по поводу увиденного? Не будет такой у них возможности? Мы думали о том, чтобы сделать даже некий дискуссионный клуб после, так как спектакль одна актовка, и, в принципе, время позволяло сделать второй акт как некую дискуссию. Вот. Но чем больше вот сейчас мы уже выходим в прогоны и смотрим то, что у нас получается, мы понимаем, что нам не хочется говорить после, нам хочется остаться со своими мыслями, вот, потому что там все как-то в голове просыпается, и дальше уже походить и просто подумать о том, что же у меня проснулось сейчас, что пробудилось и что мне дальше с этим делать. Напомню, что мы говорим о премьерном спектакле «Алтын Шаш», который пройдет в Театре Карива 29-30 января, 18 часов, 12+, да, я так понимаю? Да, 12+. Я думаю, что это идеальный возраст для того, чтобы уже услышать и поговорить. Для меня 12-летний ребенок уже не ребенок, а достаточно взрослый человек. С которым можно, в принципе, Абсолютно. общаться на взрослые какие-то вещи. И который, скорее всего, если с ним поговорить, на самом деле мы удивимся. И я думаю, что еще и как бы найдем ответы на свои вопросы. Запросто, да, я тоже в этом убеждена. Александра Мустафина, композитор этого спектакля. Александра, как мне всегда было интересно, у меня никогда не было композиторов. Был, кстати, вру. Хорошо. Мне все равно интересно очень узнать, насколько сложно писать музыку вообще к спектаклю. Я добавлю, что я писала в соавторстве с Маратом Шахметовым, мы оба из группы Джуна. Насколько сложно? Вообще, с этой задой и Луиза не очень сложно. Они просто... Мы с ними на одной волне, и условно референсы, которые они нам присылают, очень сильно в нас отзываются, и мы просто это выдаем. Вот. Но потом становится достаточно... Вот именно момент притирки к сцене, вот это вот самое сложное. А не само написание музыки, а именно положение ее под сцену. Адаптировать уже, да, картинку и звук. Да, чтобы все сложилось, чтобы все заработало. Вот это вот основная сложность. Это настолько, на самом деле, интересно. А по поводу музыкальной темы, я знаю, что тема есть какая-то одна, да, главная, да, и есть второстепенная. Сколько в этом плане, насколько богата музыка будет звучать в спектакле? Нам сказали, что нужно написать музыку, похожую на Арво Пярта, это минималист. И музыка как будто бы из фильма Джима Джармуша. Он всегда работает с одним композитором, с Уилсоном. Она тоже очень минималистичная. И мы просто взяли перегруженные гитары и стали это смешивать с какой-то более-менее классической темой. И это легло, вот. Да, мне кажется, я когда услышала в первый раз музыку, я поняла, что это то самое идеальное сочетание именно классики и современности, то, что сегодня, в принципе, происходит с миром, да, но вот это вот смешение абсолютно разных стилей, вот, и плюс еще то, что у нас будет происходить на сцене, это такая очень хорошая и правильная каша-малаша, в хорошем смысле этого слова, да. Гремящий немножко иногда. Да, потому что сегодня, мне кажется, это уже становится абсолютной нормой. Слушать Киркорова «Руки вверх» и потом как бы переходить там на Пярта. Есть у нас для наших слушателей билеты на 2 лица на премьерный спектакль «Алтын Шаш» 30 на 30 число. Давайте спросим у наших слушателей, вот мы посоветовались и решили спросить, кто такая вообще Алтын Шаш. Может быть, даже в вашем понимании, кто такая, пожалуйста, дозванивайтесь 511-99-11, телефон прямого эфира, 2 билета в Театр Карива на прям-таки премьерный показ этого спектакля. Я знаю, что премьерные показы первые 2 раза, по крайней мере, это очень сложно всегда для артистов.
наверное, это еще волнительно и для не только зрителей, а и всех, кто задействован в этом спектакле, потому что, несмотря на то, что много, вы говорите вот про гоны и все такое, да, но премьерные спектакли, они всегда немножко животрепещущие. Ну да, я лично очень люблю премьеры, вот, потому что это обычно самый благодарный зритель в день премьеры, да, это друзья, знакомые, родственники, вот, и артисты в этот день самые такие наполненные, хотя понятно, что они достаточно, ну, сырые, да, этот материал еще Но не... они бодрячком все. Да, правда. но они настолько энергетически Да. заряжены бывают, вот, что я, конечно, премьерные дни очень люблю, хотя сама на премьеры ходить не очень люблю. То есть я понимаю, что лучше смотреть спектакль там на 10-й, да, там на 15-й раз, когда он уже обживется, да, и станет отдельным от режиссера и всей творческой команды. Давайте послушаем телефонный звонок. Наденьте, пожалуйста, наушники. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Венера. Венера, будьте добры, скажите, пожалуйста, кто для вас Алтын Щащ? Ну вот в переводе вот «Золотые волосы», «Счастье» — это как девушка-герой, что ли, современный, вот что-то, вот в этом роде, как не парень, а девушка, вот спасает родину, там вот такое вот, с волосами своими, там вот, что-то вот наподобие. Ну, это близко, Резда, или как? Или все-таки послушаем еще кого-нибудь? Это близко, да, но я бы еще послушала ответы, если они будут. Венера, да. к сожалению, нет. Это понятно, что это девушка, да, Златовласка, если уж так вот прям перевести, да. 511-99-11, более, ну, какого-то точного и полного ответа мы ждем. А еще один звонок принимаем. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Венера. Еще одна Венера, хорошо. Венера, как думаете, кто такая Алтын Щащ? Ну, я так думаю, что это дочь булгарского хана, которая стала вот тоже так же на войну тропу вместе с мужчинами наравне. Да, это абсолютно. Венера, правильно. оставьте, пожалуйста, свой номер телефона нашему звукорежиссеру. Вы отправляйтесь на премьеру этого спектакля на 30 января в театр Кореева. Спасибо вам большое. В принципе, думаете, посмотрели, да, в интернете или как? Как думаете, наши слушатели? Ну, я думаю, что да, я думаю, что многие все-таки знакомы с этим именем, потому что это все-таки такие кодовые вещи, особенно для татарского народа. Я вот не помню таких сказок вот у себя из детства, чтобы мне что-то рассказывали про Алтын Щащ, вот если честно. Ну, легенды и сказки я, по крайней мере, читала еще прямо с детства, да. А уже более развернутая история, она изучалась, да, в институте, наверное, ближе. Сегодня вот насколько тяжело быть женщиной-режиссером, ну, немножко такое-то сейчас, может быть, прозвучит это как-то обидно для мужчин, но на самом деле мужчин больше, скажем, откровения, да, и композиторов в том числе. И насколько это тяжело бороться вот за это звание, чтобы тебя узнавали, слышали, приглашали на работу. Ой, у нас вообще, вот в истории, кстати, с Алтын Щащ, той самой, про амазонку, да, скажем так, очень интересно получилась история с творческой командой, потому что наша творческая команда состоит из меня, Луизы Инсуар, автора, тоже девушки, Александры Мустафиной, композитора, тоже девушки, художника по костюмам Галины Судаковой, тоже девушки, хореографа Елены Зверевой, тоже девушки. Вот. И у нас такая достаточно женская команда, это в первый раз, по-моему, такая концентрация прямо женской энергии. И нам, конечно, очень комфортно. При этом я могу с уверенностью сказать, что это абсолютно не женские разговоры. Все эти девушки очень суровы, очень конкретны. И, у нас не бывает посиделок и болтушек. Вот. Хотя я и с мужчинами-режиссерами тоже общаюсь, не в обиду им, но поболтать они любят. Вот. Мы разговаривать особо не любим, мы занимаемся делом. Ничего друг другу не доказываем. Да, это точно, кстати. Вот. А по поводу вообще женщин-режиссерок, режиссерок их обычно называют, вот, я за свою, сколько вот я уже в профессии, я ни разу не испытывала трудностей на эту тему. Больше, наверное, из-за возраста. То есть, когда я делала свою первую постановку, мне было 21.
Да, и тогда как бы на тебя смотрят, доказывать, что ты не жираф, было очень сложно. Вот. А потом уже как бы, чем ты старше, я так радовалась всегда дням рождения, потому что приходил день рождения, думаю, я стала старше. Вот, я выгляжу старше, все немножечко становится лучше, легче. А в плане какой-то там гендерной принадлежности к этому никогда не было никаких вопросов, слава богу. У нас, в принципе, достаточно уже другое время, мне кажется. Теперь можно это даже прям как за шутку взять. Если актриса, она не радуется своему дню рождения, да, то режиссер женщина, наоборот, она радуется тому, что стала старше. Да, для меня это почему-то всегда был такой прям показатель. Но на самом деле это мифы о том, что вот есть там мужская какая-то профессия, женская. Это, мне кажется, давно уже все сравнялось. Так конечно, да, время другое. Да, сегодня действительно и здорово. Вот мы с вами до эфира еще успели поговорить о том, что здорово, что сегодня любой театр может пригласить себе любого режиссера. Понятно, все упирается еще и в финансовые какие-то вопросы. Имеется в виду любого, не всякий приедет там, да, смотря за какие деньги. Но сам факт, что это возможно сегодня. И я знаю, что и актеры начали теперь уже путешествовать по театрам, или какие-то... Да, это тоже практикуется. Да, это же классно. Наконец-то ты не привязан к какому-то одному месту. Хотя кто-то говорит, что это какая-то вот дух какой-то командный, что ли, пропадает, сплоченность. То есть ты, получаешься, уже сам за себя отвечаешь. Вот так. Вы знаете, в этой истории самое главное, чтобы все-таки приезжал не режиссер в одиночку, да, а он приезжал со своей командой. Вот в данном случае, например, мы вот с Сашей... Команда — это кто? Творческая группа. То есть в идеале, если это уже сформировавшаяся команда, тогда актерам, то есть новому коллективу ему легче внедриться в эту историю, да. Допустим, мы с Сашей, с Джуной, да, с Маратом, мы уже там делаем 3-й проект, и у нас действительно сформировавшаяся команда. Да, я, Луиза Янсуар, Саша Мустафина. То есть мы неделимы уже. И каждый раз, делая спектакль, мы представляем дружно и вместе, что мы с этим можем делать. И когда вот эта команда приходит к актерам, актеры уже видят некую, знаете, такую безопасность, ощущение безопасности. А для актеров это очень важно, потому что они достаточно неустойчивы. И им хочется видеть такие, как сказать, такой надежный, мягкий диван, чтобы они сели, уселись, расслабились и играли. На самом деле, наверное, для актеров еще существует такая непростая ситуация, когда приезжий или какой-то незнакомый режиссер, да, ты же еще не знаешь, как к нему вообще относиться, кто он такой, что он из себя представляет. А тут надо вот как-то с ним работать. Наверное, в этом тоже есть сложность. Это профессионал, и как бы его видно сразу. Вот, мне так кажется. То есть, если актер видит, что перед тобой профессионал, у него зажигается лампочка, и он начинает у него учиться. Если актер видит, что перед тобой, скажем так, шарлатан, то он начнет хулиганить. А сколько за год можно поставить спектаклей? Для театра? Да. Я как кто? Как режиссер? Как режиссер, да. Я не знаю, я очень долгая. Мы «Алтын чаш» писали 9 месяцев, только саму пьесу. То есть 1 в год. Для меня это достаточно, потому что кроме спектаклей у меня есть еще проекты, поэтому, то есть не театральные, а какие-то другие, поэтому для меня 1 спектакль в год, мне кажется, это... есть режиссеры, которые ставят по 10 спектаклей в год, по 20 есть, да. А есть какой-то, например, какие-то наметки у вас на будущее, где поработать, или... У меня есть идея чтобы вы хотели, чтобы вы хотели поставить. Я ничего не скажу. Это понятно. Нет, и мне интересно просто, как это происходит, как театры приглашают режиссеров вообще. Звонят, говорят. Кто первый звонит? Режиссер звонит и говорит, у меня есть такая идея. Обычно директора театра звонят и предлагают. А у вас, то есть, не возникает у самой интереса с определенным каким-то театром поработать, например? Нет. Мне больше интересен, то есть материал. Если есть материал и идея, то, в принципе, неважно, на какой сцене. Я думаю, что да. Сегодня мы говорим о премьерном спектакле «Алтын чаш», который пройдет 29-30 января в театре Кариева. И
самые такие творцы этого спектакля. Это режиссер и автор спектакля Резида Гарипова у нас сегодня в гостях и композитор Александра Мустафина. На самом деле, я почему спросила, сколько тем в этом спектакле, потому что в последнее время, вот я не буду называть театр, чтобы не обидеть никого, да, но там звучит одна тема, и она все время вот так навязчиво звучит, и ты думаешь, ну, тут есть где развернуться, можно еще что-то добавить, там, ну, какой-то упор делается на какую-то одну только такую, знаете, небольшую, коротенькую такую музыку, и она настолько уже там въедается тебе в голову, что ты выходишь, она у тебя продолжает еще звучать. У нас вообще какое-то гармоническое полотно, скорее, а не мелодия, потому что все сцены очень разные, и объединяющей темы всего спектакля, я бы сказала, что ее нет, там просто общая атмосфера музыки создает, вот, объединяет это все. Вот, страшное нагнетение. То есть это, ну, если это говорить одним словом, это что, драма, это... Ну, я так понимаю, это не что-то радостное. Вообще это киса, да, киса, она переводится как притча или как легенда даже, мы можем ее назвать. Вот, но на самом деле это современная притча. Ну, то есть мы просто не хотели употреблять слово как заманща киса, да, на татарском языке. Вот, но смысл в том, что мы сегодня написали современную легенду Алтын-Шаш, ну, то есть про современную Алтын-Шаш. Еще раз скажу, что премьера состоится 29-30 января в 18 часов в театре Кариева Алтын-Шаш. Приходите, пожалуйста. Вам, правильно говорить, ни пух, ни пера? Да, к черту. Ни пух, ни пера. Приходите к нам еще. Спасибо большое за встречу. До свидания.